3 года назад мы не знали, не было запчастей, не было комплектующих. И вот мы здесь собирались, мы создали группы общие, да, и вот все предприниматели со всей России, мы все татары. У нас генетически сложено, что нас тянет друг к другу и помочь хочется друг другу, да. Мы все созидательные. Раис Татарстана так и сказал: у меня нет для вас рекомендаций, вы все делаете правильно. Bizden başka bir şeyde gerekti o. Mana şunday bir taraf olmayan kişiler mana bunda biz sizni bilan uchrashishga mumkinligimiz bor. Siz bizga rahmat o'qimagiz, biz sizga rahmat o'qiymiz. Важнейшее событие, которое, если хотите, позволяет продвигать наш национальный код и помогает сохранить национальную идентичность. 13-й Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел собрал более 900 участников из 48 регионов России. Среди гостей представители малого бизнеса, фермерских хозяйств, подворий и органов государственной власти. Главное, пожалуй, на этот сход, по моим наблюдениям, собираются люди неравнодушные, которые всегда поднимают самые актуальные вопросы. Как сохранить татарскую деревню, свой язык, культуру, как все это передать будущим поколениям. Мы увидели своими глазами тех, кто возрождает села, школы, и тех, кто помогает хранить национальные традиции за пределами Татарстана. Чем занимаются татарские предприниматели на селе и что волнует малый и средний бизнес, в репортаже Диляры Юсуповой. Бизнес-тренд последних лет – цифровизация, где и взяться на селе, да везде. Новомодные тракторы, выстроившись в ряд, удивляют татар из Пензы. Мы такого никогда не видели, это какое-то сельское хозяйство будущего, ей-богу. Это экскурсия по главным местам Тетюшского района. Татарские делегации из самых отдаленных уголков России. 2 дня они провели в полях. Из своих сел в Татарстанске они приехали не просто так. Первое – это, конечно, обмен опытом, возможность подглядеть, как там у наших. Второе – объединиться в решении актуальных проблем. Они есть. Как и всегда, основные вопросы традиционные. Как сохранить деревню, если будущее у сельского бизнеса, можно ли удержать молодежь и как выжить в эпоху санкций. Ведь 3 года назад мы не знали, не было запчастей, не было комплектующих. И вот мы здесь собирались, мы создали группы общие, да, и вот все предприниматели со всей России, мы все татары. У нас генетически сложено, что нас тянет друг к другу и помочь хочется друг другу, да. Мы все созидательные. Самая выгодная ниша деревенского предпринимательства, конечно, сельское хозяйство и бизнес из погреба. Торгуют продуктами, которые выращивают на своих огородах. Открывают фермы и мельницы. Думать, что деревня – это всегда про малое предпринимательство, неверно. Здесь развиваются и масштабные предприятия. Завод по производству минеральной воды. Они уже заняли свою нишу. И здесь, как нигде, становится ясно. Так можно, если захотеть. Приезжайте, и конкуренция ниже, и стартовый капитал меньше. И приезжают. Увеличилась и численность молодежи в сельском бизнесе. 60% наших участников – это молодые люди. И те, которые уже создали семьи, которые живут в своих селах. Для нас это один из основных критериев. Сход татарстанских предпринимателей организован Конгрессом татар в 13-й раз. Идея его проведения принадлежит Рустаму Миниханову. В этом году сход собрал более 900 участников из 46 регионов России, включая Татарстан. Основной ключевой день схода начинается традиционно, привычным образом, стартуя с выставки. И первое, что мы видим на входе, его величество Чак-Чак, бренд татарского народа. И не один, а целая вереница со всех регионов России. Рустама Миниханова встретили в лучших традициях песнями и угощениями. Между блинами и чак-чаком выбирает последнее и удивляется его необычной форме. Раис никого не забывает и подходит к каждому. Вот один из стендов посвящен специальной военной операции и работе волонтерских групп. Тут же спортивные костюмы «Алга», созданные в стиле униформы советских военнослужащих, от маршалов до рядовых солдат. Фишка этого года – цифровизация на всех уровнях, будь то сельское хозяйство или местечковый мини-бизнес.
бизнес. Об этом упоминали и на пленарном заседании. Но главное, по-прежнему люди. Ручной труд и совместная поддержка из моды не выходят. Они развивают бизнес на селе, привлекают молодежь и сохраняют то, что является нашими общими традициями, где бы эти традиции не соблюдались, на татарстанской земле или вне ее. Их в России более 4000. Раис Татарстана так и сказал: у меня нет для вас рекомендаций. Вы все делаете правильно. Милләтебез ул бит беренчедән тел, гореф-гадәт, динебез. Аны бездән башка ул бер шәй дә кирәк түгел. Менә шундый битараф булмаган кешеләр, менә монда без сезнең белән очрашырга мөмкинлегебез бар. Сез безгә рәхмәт укымагыз, без сезгә рәхмәт укыйбыз. Менә шулай итеп, эшегезне дә барасыз, бүтән кешегә дә эш бирәсез. Менә миңа әйтә, нинди күрсәтмә. Сезгә күрсәтмә кирәк түгел. Сез әйткән сүзләрне язып барып, менә аларны тормышка ашырсак, менә сездә булган үрнәкне бер-беребезгә тапшырсак, әлбәттә, без бик шат. Чуть позже он наградил лучших предпринимателей, благотворителей, представителей автономии. А под занавес вдруг зазвучал гимн, но не официальный, а наш, простой и понятный каждому татарину, на какой бы земле он ни находился. Диляра Юсупова, Булат Абдульманов, 7 дней.